Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Геологоразведка сегодня охватывает значительную часть республики. Ведутся работы на уголь, нефть, газ, золото, серебро в самых различных направлениях. Как прошел 23-й год для промышленности республики, о планах на этот год мы поговорим сегодня. Наш гость в студии Максим Терещенко, министр промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Предлагаю начать с традиционного вопроса. Как прошел для сектора геологии 23-й год? Были ли достигнуты плановые показатели? Ну и с какими трудностями пришлось столкнуться? Знаете, легко, конечно, никогда не бывает нашим геологам. Да, они работают на земле, но эта работа должна быть продумана, организована с учетом нашей сезонности, в том числе завоза оборудования. Это все нужно заранее подготовить, но опыт есть, и поэтому плановые показатели, они по Якутии в целом были достигнуты. И спасибо вам, что вы так внимание такой тематике уделяете, ведь и геология, она закладывает основу нашего фундамента экономики всей, то есть промышленности. Сегодня геологи, когда проходят, если это неизведанные объекты, они по сути создают задел на десятилетия. Если геологи работают уже на выявленных объектах, то это, по сути, перспективы и новые объекты, как вот в прошлом году вводили, например, уже ближайших лет буквально. Что здесь хотелось бы подчеркнуть в качестве примера? Ну, вот только что встреча была с управляющим директором якутского филиала «Полиметалл» в Якутии. Например, именно наш якутский филиал, его геологоразведочный проект, они были признаны лучшими среди группы «Полиметалл». Это очень важно, то есть это значит, здесь у нас происходит открытие и важнейшая работа на территории нашей республики, в наших районах. Здесь работают наши люди. Были проведены серьезные работы и по нефти, газу, углеводородам, по золоту, по углю, по железной руде. Эти работы, они переходящие из года в год. Если здесь еще, например, хотел бы сделать акцент, например, что наши геологи ведут поиски подземных вод. Иногда задается вопрос, для чего? Ведь те, кто живут сегодня в наших селах и заготавливают на зиму лед, прекрасно понимают, о чем я говорю, то есть что для них значат результаты работы геологов. Это прекрасно понимают жители сел, например, Хатын-Сысы, Илбенге, в Нюрбинском, Вилюйском улусах, например, что для 1500 человек найдены источники чистой питьевой воды. И у нас ждут в других селах, где люди хотели бы жить в современных условиях. У нас проводили геологи серьезнейшую работу, вот наша якутсгеология, например, искали общераспространенные полезные ископаемые, простым еще таким языком, инертные материалы, которые используются при строительстве. И здесь этот материал искался для строительства нашей атомной станции, которая, вы знаете, строится в Усть-Куйге. То есть это вот такие небольшие, наверное, черточки, да, галочки, а за этим постоит большой пласт работы, результатов прошлого года нашей геологии. Расскажите о проектах, которые будут реализовываться в ближайшие годы в Якутии в рамках проекта «Геология. Возрождение легенды». Какие результаты ожидаются по итогам этого проекта? Вы подходите глобально, и тогда разрешите также начнем, с инициативы и, соответственно, что на сегодня делается. Прошлый год для нас, для геологоразведки Якутии, для, соответственно, будущего промышленности, экономики, он был ознаменован очень важной встречей президента нашей страны Владимира Владимировича Путина и главы Республики Якутия Арсения Сергеевича Николаева. И вот один из важнейших вопросов, который стоял, это определение Якутии пилотным регионом в области геологоразведки. Ведь у нас изученность небольшая, то есть немногим выше всего лишь 12%. То есть какой потенциал у нас в наших недрах. Да? И помимо того, что определить, что значит пилотный регион, значит увеличить объемы геологоразведочных работ, подойти комплексно здесь и выборочно. Стране нужны в текущих реалиях металлы новой экономики. Стране нужны экспортные грузы. Стране нужны полезные ископаемые, которые закроют внутреннюю потребность, сократят импортозависимость. Да? То есть мы говорим об импортозамещении в этом направлении. И вот этот посыл
он и был услышан президентом, и дано было соответствующее поручение, то есть, что да, Якутия определена пилотным регионом. И мы подошли комплексно, что не просто говорили вот направление, мы сказали, пусть это будет 10 лет. Это, соответственно, перечень объектов, это виды работ по геологическому изучению, направление, то есть подготовка. И после этой значимой встречи, и она оказалась значимой не только для Якутии, но и всего Дальнего Востока, распространение этой идеи пошло и на Сибирский федеральный округ, соответственно. Мы уже летом, 28 июля вместе с Роснедро, Минприроды, конечно же, вы помните, тогда к нам приезжал министр природных ресурсов Козлов Александр Александрович, приезжал руководитель Роснедр Петров Евгений Игнатьевич, мы вместе очень плотно поработали. Этот перечень объектов, перспектива на ближайшие 10 лет, она уже сформирована, ну, перечень сформирован и утвержден. И эти 10 лет, они для геолога разведки, для промышленности формируют задел без малого на это столетие. То есть вот как объемы были в советское время, вот, по сути, мы ориентируемся сегодня здесь. Ведь нужны же металлы стране. Президент сказал построить 1000 самолетов. Мы должны возродить наш отечественный автопром. Сегодня техника требуется на СВО. Техника потребуется с импортозамещением нашему сельскому хозяйству. Инструменты, материалы, электрооборудование. То есть везде нужны будут эти металлы новой экономики. Они в Якутии есть. Их надо найти, их надо усилить, понять, да, то есть и внедрить, то есть реализовать эти проекты в отрасли уже промышленности затем. Ну, чтобы работы развивались, в частности, вот в геологоразведке, необходимы инвестиции, мы это прекрасно понимаем. Вот растет ли сумма инвестиций вообще в целом в геологоразведку в Якутии? Ну и какого объема инвестиций удалось добиться именно в 2023 году? Вот смотрите, мы говорили о том, что у нас 2022 год стал беспрецедентным по росту инвестиций в геологоразведку. 50 миллиардов рублей было вложено компаниями, федеральным, региональным бюджетом в геологоразведку нашей Якутии. То есть люди, несмотря на даже вот с момента пандемии, верили в будущее, смотрели в будущее. И вот инвестиции, они тому лучшее подтверждение. Еще раз, при этом это работа нашим компаниям, это работа нашим людям. Да, это жизнь нашим, в том числе и малым поселкам и селам. По итогам 2023 года сейчас как раз проходят отчеты компаний в Якутнедрах по результатам проведенных объемов геологоразведки. Предварительно у нас сумма будет порядка, а может быть даже и выше 46 миллиардов. То есть здесь нужно понимать, что просто ряд объектов завершается, то есть имеет определенную периодичность вложений. То есть это, тем не менее, тоже такие исторические суммы. Поэтому, еще раз, задел формируется, компании верят, а вот этот масштабный план геологоразведки, возрождение легенды, вторая часть, там мы на самом деле можем говорить о сотнях миллиардах, если не триллионах инвестиций. Ну вот сейчас в ближайшем будущем, да, в каких районах Якутии геологи будут проводить работы именно вот в этом, 2024 году? И можете подробнее рассказать, какие это работы и какую эффективность они принесут для населения республики? Сейчас как раз этот план у нас в работе, и работы будут проводиться по различным направлениям, начиная от поисковых работ по инертным, например, материалам, общераспространенные полезные ископаемые. Мы помним ситуацию, которая была связана с половодьями, то есть поэтому здесь вот наши республиканские геологи продолжат работу в этом направлении, то есть нужны материалы, мы отрабатывали смены экологии для наших дамб, например. Мы будем вести работу по поиску подземных вод в Тикси. Все знают, какая ситуация. Вероятность, она, конечно, там, не составляет на сегодня, к сожалению, там 90%, да, процентов, но мы попытаемся, если этот источник будет найден подземного водоснабжения, то это будет такой значимый тоже эффект. Помимо этого будем вести работу в Мегино-Кангаласском улусе. И еще раз, это все идет от потребностей конкретного населения, да, конкретного села, где людям нужна чистая вода питьевая, то есть чтобы не заготавливать лед в наших озерах, да и не всегда озера за лето успевают наполниться водой, чтобы соответствующий объем у нас был. Будут вестись работы нашими крупными компаниями в западной части нашей Якутии по углеводородам, по нефти и газу. Это известные компании ИТАС, Юрьяхнефтегазодобыча, и
РНГ и Сургутнефтегаз проводит. Это, конечно же, объемы, которые сегодня ведет основной поставщик газа в нашу газопроводную систему, компания ЕТЭК. Это, конечно же, вопросы по минерально-сырьевой базе наших золотодобывающих предприятий. Нордголд, Полюс Алдан, Селигдар. То есть все эти работы у нас проводятся, и в том числе на севере, где месторождение наше Кичус, напомню, да, белое золото, Селигдар, ведется работа. Это же, конечно, по углю в нашей Южной Якутии эти работы продолжатся, по железной руде. Будут вестись работы в Алданском Улусе по графиту крупнокристальному. То есть это тоже востребовано современной экономике, надеюсь. Тоже у нас здесь все служится. И другие объекты, их много. Это вот только я про этот год говорю, а планы-то куда обширнее. Вот в декабре вы провели первый дальневосточный форум недропользования. Да. Каким итогам пришли? Удалось ли определить вот, ориентир работы? Да? Ну и чем отличается такой опыт встречи с компаниями от других, да, например, официальных форматов? Интересно, вы акцент сделали, что чем отличается от официального формата, да, то есть, ну, действительно, мы постарались, чтобы форум был в первую очередь нацелен на тесное взаимодействие и общение наших компаний, недропользователей, со всеми органами власти и вовлеченными организациями в эти процессы. Что хотели добиться и на что он был нацелен? Первый дальневосточный форум недропользования. Это реализация вот этого десятилетнего плана. То есть еще раз было поручение президента после итогов встречи Владимира Владимировича с Эсеном Сергеевичем. И этот план был сформирован. При этом мы активно на стадии подготовки привлекали, например, наш геологический фонд Саха-Геоинформ. С ним сегодня очень активно работают многие предприятия нашей республики. Якутсгеология, учитывая ее практически обширнейший опыт геологоразведки, и с ним тоже продолжается развивать сотрудничество наши очень многие компании. Это многие наши и недропользователи и по алмазам, и по золоту, по углеводородам. И, соответственно, все смогли обсудить, да, вот он перечень объектов, вот он сроки, вот где районы, есть какие проблемы завоза туда грузов и техники, чтобы провести эту работу, что у нас с кадровым потенциалом, это тематика отдельная, и мы показали, что здесь тоже работу ведем. Это вопрос подготовки и наличия техники соответствующей, это вопрос взаимодействия с местными муниципалитетами, начиная от проезда, продолжая проживанием и многими другими вопросами сопровождения. И что очень интересно, один из таких, знаете, значимых эффектов, о чем сейчас говорят. Во-первых, мы вот вчера буквально проводили рабочую группу, где научные институты в том числе участвуют. Они тоже участвовали в подготовке этого проекта, о том, что можно и нужно сократить даже эти сроки, то есть и сделать эту программу более интенсивной. И вот вчера мы это обсуждали на рабочей группе и обсуждали вопрос строительства инфраструктуры в том числе. Поэтому, когда решения таких форм являются очень практичными и понимаешь эффекты в ближней, краткой и долгосрочной перспективе, а за этим стоят наши люди с достойной зарплатой, налоги на наши детские садики, школы, это лучшая история. Вот на этой позитивной мысли я предлагаю завершить наш разговор. Максим Викторович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо республики. И, насколько я понимаю, впереди работы очень много, поэтому достигнуть обязательно всех поставленных планов, а лучше их перевыполнить. Спасибо вам и новых открытий нашим геологам. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.